Здравствуйте! В прямом эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Скоро стартует новый театральный сезон в Государственном русском театре драмы. Причем впервые за 6 лет зрителям будут предложены не только старые постановки, но сразу 2 премьеры. Подробнее об этом и о том, какие изменения за последнее время произошли в театре, нам расскажет генеральный директор Государственного русского театра драмы Ираклий Хиндба. Ираклий Ревазович, здравствуйте, рады вас видеть в нашей студии. Добрый вечер, Нала, добрый вечер. Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как вы руководите Государственным русским театром драмы. Давайте начнем с самого главного. Сам ваш приход в театр многие восприняли с удивлением. Вы кандидат политических наук, известный политолог, эксперт, и вдруг вас назначают руководителем такого театра. Это все-таки не ваша специализация, и вот интересно узнать, как вы к этому пришли. Я думаю, что те люди, которые хорошо меня знают, не удивились этому назначению. На самом деле у меня в жизни 2 самые большие страсти – это политика и театр. И театр я люблю, и люблю очень давно. Еще я помню, я заболел театром еще до войны, когда меня родители водили в Абхазский театр, и я смотрел с удовольствием спектакли Валерия Михайловича Кове, и Кёджинские перепалки, и Махас, и другие спектакли, которые мне запомнились и отпечатались в моем сознании. Я помню до сих пор эти спектакли очень хорошо. И потом уже я, будучи ребенком, видел много постановок в Москве. У меня очень... Вот к тому делу, которое вам нравится, у вас хорошая память. И вы запоминаете малейшие детали, нюансы. Вот я помню все спектакли, которые я видел. А я видел за эти годы, наверное, все, что можно было увидеть. Потому что когда я был студентом, я почти каждый вечер ходил в театр. И я видел не только в России спектакли, но и в других странах. И очень много прочитал литературы о театре. У меня большая библиотека. И поэтому это назначение, мне кажется, вполне логично. И поэтому и министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Анатольевна Арсалия и президент наш Рауль Джункович Хаджимба поверили в меня. А о результатах нашей работы в театре, я думаю, что мы доложим очень скоро. И все наши граждане, наши зрители смогут увидеть новый обновленный русский театр, который мы сейчас сокращенно называем «Русдрам», для того, чтобы это название было более запоминающимся и лаконичным. Увидят с 19, 20, 21 октября премьерный спектакль. Это будет открытие сезона. И я уверен, что этот спектакль полюбится, понравится нашим зрителям. Об этом спектакле, может, потом мы поговорим подробнее. Вы знаете, многие искусствоведы восприняли хорошо эту новость, и мы записали комментарий искусствоведа Светланы Курсай. Давайте вместе с вами просмотрим его, а потом продолжим беседу. В Русский театр драмы сейчас пришел руководителем человек, который не является профессионально-театральным человеком, и в то же время он большой профессионал, большой театрал. То есть он настолько знает современный театр, очень имел возможность видеть лучшие театры и не только в России, и за рубежом. И человек образованный, мыслящий. У человека, вот у Ираклия Хиндба есть государственное мышление. То есть у него подход к тому, как надо делать театр, очень современный. Я надеюсь, что через какое-то время, буквально уже в этом сезоне, мы увидим результаты этой работы, потому что театр долгое время действительно находился в очень тяжелом состоянии. И по поводу режиссуры, и по поводу, конечно, актеров. И сейчас есть большие проблемы. Но когда руководство идет в нужном направлении, а тем более там есть очень опытный художественный руководитель, как Нина Балаева, и я думаю, что все вместе они сделают такой театр, который действительно прославит и Абхазию, и будет очень востребован зрителями.
В общем-то, ваш приход рассматривают как новый этап в жизни театра, как возрождение театра. За это короткое время, которое вы уже работаете в театре, там произошли кардинальные изменения, начиная от обновления репертуара и заканчивая ремонтом. Давайте начнем с пример. Какие постановки вы к открытию сезона готовите? Да, я отвечу на этот вопрос. Хотел бы поблагодарить Светлану Курсай за очень лестный такой отзыв о нашей работе. Действительно, в театре произошли изменения, они в том числе на организационно-правовом уровне произошли, потому что у нас теперь театр по новому уставу директорский театр, и я как генеральный директор этот театр возглавляю. Но я настоял на то, чтобы также сохранилась должность художественного руководителя, который одновременно является моим первым заместителем, и в этой должности у нас работает Нина Эдуардовна Балаева, человек, который действительно этот театр сохранил, и она выписывала труппу театра, и труппа русского театра сегодня, это, мне кажется, очень хорошая труппа. У нас артисты, которые хотят работать, и они сегодня работают буквально круглосуточно. Кстати, им за это очень благодарен, потому что они, забыв обо всем, приходят в театр и репетируют с утра до вечера для того, чтобы показать результат. И у меня также есть еще заместитель по общим вопросам, человек, который фактически является заведующим постановочной частью, Денис Джопов, молодой наш гражданин, который специалист, который очень здорово работает, я очень доволен им. И он мне очень помогает сегодня делать то, что мы делаем. А мы действительно готовимся к открытию нового театрального сезона. Этот сезон будет 36-м для русского театра. И мы ввели это цифровое обозначение, что 36-й, да, театральный сезон, потому что так, как это должно быть в любом театре. Мы его открываем 19 октября спектаклем «Рождество в доме Купьелла» по пьесе Эдуарда де Филиппа. Этот спектакль ставит очень хороший российский режиссер Андрей Тимошенко, который сегодня является главным режиссером Архангельского театра драмы. Кстати, Андрей Тимошенко, выпускник театрального института имени Щукина. Он московский режиссер, его пригласили в Архангельский театр, и он этот театр поднял сегодня. Этот театр сегодня, на самом деле, звучит, и очень это имя поднято на высокую планку, на высокий уровень. И он ставит у нас этот премьерный спектакль, в который пройдет 19, 20, 21 октября. Это будет 3 равноценных спектакля. Наши зрители могут прийти на любой из этих дней. Правда, там играют разные составы исполнителей, но это интересно. Играют наши артисты, вся труппа театра занята в этом спектакле. Великолепные декорации сделал главный художник нашего театра Виталий Янкович Кацба. Это наш мэтр такой, один из наших, крупнейший наш театральный художник сегодня из действующих. И в этом спектакле также будет великолепный свет, который будут ставить тоже российские специалисты. У нас, к сожалению, именно в плане работы художников по свету у нас есть недостатки. Нам нужно... такой штат предусмотрен в театре? Просто нет специалистов. У нас есть прекрасные осветители, люди, которые технически очень здорово во всем этом разбираются. Но художник по свету – это особая профессия, очень сложная. Ей надо обучаться в институте. И Ольга Равич, такая очень хороший художник по свету, которая в лучших московских театрах работает, она приезжает к нам и будет делать световое оформление этого спектакля. И там будет живая музыка в этом спектакле, будут спецэффекты, будут прекрасные костюмы. Этот спектакль станет большим событием в нашей культурной жизни. Я просто призываю наших телезрителей не то, что пропустить, а не медлить с приобретением билетов, потому что это действительно будет такие 3 аншлаговых спектакля. А билеты абсолютно. Уже в кассах? Билеты мы впервые тоже никогда, мне кажется, в нашей практике такого не было. Мы открыли продажу билетов за месяц на все спектакли октября. У нас сформирован репертуар уже на ноябрь. Мы тоже скоро откроем продажу на ноябрь билетов. И мы хотим, чтобы у нас появилась эта культура заблаговременного приобретения билетов. Нужно планировать. Ведь в театре
вот главная проблема, с которой я столкнулся, и то, что я понимал изначально, что мне нужно будет это делать, это жесткое планирование деятельности. Вот сегодня, например, у нас уже расписан весь 2017 год. Я это знаю, впервые, я думаю. Вот, ну да, я думаю, что да, потому что я знаю вот подробно, кто и что будет делать у нас в 2017 году. Это тоже будет очень интересно, об этом я скажу на открытии сезона, о наших планах на 2017 год. Но уже сегодня деятельность театра поставлена на новые рельсы. Мы произвели очень серьезную работу по изменению структуры театра. У нас новые подразделения, привлекли новых людей, молодых, талантливых, которым это очень интересно. И все как-то подтянулось, и все сегодня, мне кажется, с большим удовольствием работают. Весь наш театр бурлит, деятельность просто не прекращается. Ни да, секунды. Мы, кстати, вот со съемочной группой побывали на одной из ваших репетиций, и я сейчас предлагаю вам посмотреть репортаж, который мы там сняли. Я замечала часто, что слишком ты дерзка и чересчур горласта. Репетиции по 18 часов в сутки. В таком режиме идет подготовка к новому сезону в Русском государственном театре драмы. Уже через несколько дней он распахнет свои двери для зрителей. Яркие спектакли, новые постановки и, конечно же, прощение бессмертной классики. Пьеса «Тартюф» Мольера, которая ставится на этой сцене уже 16 лет и успевшая стать визитной карточкой театра, будет показана не только нашим зрителям, но и на театральном фестивале в Сочи. Режим работы, конечно, сложный. У нас летом были дни, когда мы выползали в 12 ночи, мы уже говорить не могли, потому что Рождество вот с новым режиссером. Это же настоящая актерская жизнь. Ну да, но она же еще и человеческая. Это же человеки. Вот. Но ничего, справились и выдержали, потом отдохнули. Театральный сезон впервые за 6 лет стартует премьерой. Это будет пьеса «Рождество в доме Купела». За несколько месяцев с тех пор, как гендиректором театра был назначен Ираклий Хинтба, здесь произошли радикальные перемены. И не только в репертуаре. Для работы над премьерной постановкой был приглашен российский режиссер. Андрей Николаевич ставит Купелью. Вот он должен быть сейчас, приедет 9 числа и уже начинает. Мы так без него репетировали, просто сцены какие-то готовили. А сейчас он приедет, и мы будем дальше репетировать. Уже он будет все как бы подгонять. Он приезжал, отрепетировал полностью, собрал спектакль. Мы без него репетировали. А сейчас вот он приедет, и уже, естественно, он будет полностью прогонять и репет готовить. Новый театральный сезон обещает быть насыщенным. На сцене не только опытные артисты, но и молодые актеры, которые прошли отбор на кастинге. Кроме того, более сотни новых костюмов находятся в разработке. Это специфическая такая работа. Нужно не только костюм пошить, нужно сделать так, чтобы актеру было еще и удобно работать в нем. Каждый предмет декорации является частью общего, позволяющего создать особую атмосферу игры. Как вот эти часы, принесенные кем-то из актеров. Может быть, и зрителю в каком-нибудь 15-м ряду это не разглядеть, но это создает, как бы атмосферу для актеров. Они смотрят на все это, и они в правильной какой-то духовно-эмоциональной тональности существуют, необходимой для этого спектакля. Нам удалось немного приоткрыть завесу того, каким будет новый театральный сезон. Ну а теперь очередь за зрителями. Впереди 2 премьеры и несколько обновленных постановок. Скажите, пожалуйста, вот всего за несколько месяцев вы сумели мотивировать группу на новые постановки. Это же такой небольшой промежуток времени. Как вам это удалось? Знаете, я пришел в этот театр с готовой концепцией. Я прекрасно понимал, что нужно делать. И я знал, что я буду делать сегодня, что буду делать завтра, что буду делать послезавтра. Это очень важно, когда есть видение, и ты понимаешь, к чему нужно стремиться. Потом все-таки у меня, вот вы сказали, кандидат политических наук, действительно, у меня политологическое образование, и я неплохо понимаю, что такое управление вообще. Вот в этих вопросах неплохо разбираюсь. Я, естественно, я применяю самые такие современные методики и стандарты управления театром, вообще организации. Театр же это госучреждение. Это очень ответственная вообще работа. И мы все должны понимать прекрасно, что для того, чтобы вот такая вот организация хорошо работала, очень важна мотивированность руководства этой организации. Вот когда есть
четкое понимание того, что нужно делать, когда ты не жалеешь времени и сил на эту работу, когда ты пытаешься все-таки выстроить систему управленческую так, чтобы она была эталонной. Вот у нас, например, такая задача. Вот любая проверка, которая придет в Русский театр, должна удостовериться в том, что у нас дела и финансовые, и то, что связано с делопроизводством и так далее, ведутся безупречно. Вот иных стандартов к себе, требований, например, я не применяю. И мне кажется, если и все работники театра, они видят, что есть серьезный подход, есть желание что-то изменить, поэтому они поддерживают в этом нас, руководство театра. И я опять же хочу поблагодарить работников театра, артистов за то, что они вот так активно все-таки запряглись в это дело. И мы обязательно не разочаруем тех, кто ждет наших спектаклей. Я в этом абсолютно убежден. А вот труппа составляет всего 13 актеров. Это немало для такого театра и вот такой активности работы? Конечно, есть очень мало. Вообще конечно, мало. Труппа у нас маленькая, хотя она такая, вот как я уже сказал, Нина Эдуардовна Балаева все-таки она актеры смогла собрать спектаклях одновременно. Крепкую труппу, но действительно артисты все заняты почти во всех спектаклях, у них очень большая нагрузка. Ну, конечно, тем более еще и разница, если раньше, скажем, спектакли шли изредка, сейчас они будут идти регулярно. Ведь какая еще задача важная, которую я ставлю, чтобы театр работал регулярно, чтобы были репертуары, афиши обнародованы на 2 месяца вперед, и люди могли планировать посещение театра, чтобы он работал зимой, например, да, чтобы не было такого, что спектакли появляются изредка, непонятно почему, да, для зрителей, и поэтому они были бы мало посещаемы. Наши спектакли, у нас задача, естественно, поднять посещаемость театра, увеличить, это очень важно. Я хотел бы вот в связи с этим сказать следующее. У нас действительно у театра очень небольшой бюджет. Ну, такое государственное финансирование, оно совершенно недостаточно для того, чтобы театр полноценно работал. А задачи мы ставим очень серьезные. Театра? Бюджет театра у нас очень небольшой. На самом деле, я как-то это сравнивал, говорил, что можно на эти деньги купить всего там несколько осветительных приборов. Это то, что кроме зарплаты нам идет. Но я не обвиняю в этом наше государство или кого-либо. Это наша вот проблема. У нас не так много денег в стране. Здесь никаких вопросов нет. Это просто требует от нас быть более эффективными и рациональными. Вот, например, мы с этими небольшими совершенно деньгами, которые у нас были, мы так распланировали их расходование, что удалось сделать немало. И вот, кстати, ремонт тоже, я знаю, что в последнее время там был такой частичный ремонт. Мы сделали небольшой ремонт. На самом деле здание прекрасное, все было очень хорошо сделано, мы очень довольны. Но вот колористическое решение зала, то есть так как какой цвет он был выкрашен, немного не театральное было. Вот, скажем, сцена, внутренняя часть, была выкрашена в розовый цвет. Но для театра это губительно, это убивает вообще пространство сцены, делает его плоским и не театральным. Мы, естественно, его выкрасили в черный цвет. Также портал сцены мы затемнили, сделали таким более глубоким цветовое решение. И мне кажется, зал заиграл новыми красками, он стал более театральным, более таким мистическим, более интересным. Ну, мы, естественно, очистку провели светового осветительного оборудования, сделали очистку кирпичной кладки над сценой, которая была в не очень хорошем состоянии. Много чего мы сделали, очень многое просто на голом энтузиазме. Вот мы просто работаем для того, чтобы показать, что и у нас можно сделать так, чтобы театр был полноценным в Абхазии, чтобы он работал регулярно, и чтобы он регулярно выпускал премьеры. И мне кажется, что мы сможем это сделать, но вот мы, конечно, очень рассчитываем на наших зрителей, потому что театр, который не продает билеты и куда приходят бесплатно, этот театр существовать не может, если у него нет огромного государственного финансирования. У нас этих денег нет, поэтому мы рассчитываем на то, что наши зрители будут покупать билеты в наш театр и таким образом делать так, поддерживать нас, чтобы мы развивались дальше, чтобы мы радовали новыми примерами. Потому что мы все деньги, которые мы получаем, мы расходуем очень четко, прозрачно и абсолютно на те цели, которые стоят перед театром.
Поэтому вот я, например, я никого не скрываю, для своих родителей, для своей сестры купил билеты в кассе на премьеру «Рождество в доме Купела». То есть я не собираюсь злоупотреблять в этом плане своими полномочиями. И все те, кого я приглашаю прийти в театр, конечно, вот обращайтесь в кассы театра. И она работает у нас все дни недели, кроме воскресенья. Пожалуйста, с 11 часов касса открыта. А также, что очень интересно, во всех районах Абхазии сегодня, это тоже впервые, такого никогда не было. Можно купить билеты по стоимости, которая в кассе определена, то есть без всяких наценок, в офисах компании «Мобайл», которая является официальным партнером нашего театра. Начиная от Гагры, заканчивая Галом, в каждом офисе компании «Мобайл» вы можете купить билеты на все спектакли нашего театра. Ираклий Ривазович, а почему бы летом вот не открыть театральный сезон? Ведь количество посетителей, которые приезжают в Абхазию, увеличивается летом. И у них мы действительно, этим летом у нас театр не работал на зрителя, но это не значит, что театр не работал. У нас просто круглосуточно, вот как Наталья Павловна Папаскири, наша ведущая артистка, говорила, круглосуточно шла работа. Мы готовимся к сезону. Но лет 2017 года, безусловно, мы будем работать. И нацелены на это. Конечно, конечно. Мы будем работать почти весь год. У нас будет в течение года буквально месячный отпуск. Все это время мы будем работать, будем играть спектакли. Ведь артист, да, он должен выходить регулярно на сцену. Если артист не выходит на сцену несколько раз в месяц, он постепенно теряет свою квалификацию. Это ремесло, которым надо заниматься, как вот тренировка любая, да, чтобы не потерять форму. И я уверен, что наша труппа театра, которая уже хорошая основу имеет профессиональную, она еще лучше будет работать, они еще ярче заиграют. А также, конечно, вот вы говорили про небольшую труппу. Труппа небольшая, но она будет пополняться. Мы обязательно, у нас задача тоже увеличить вдвое труппу в ближайшие годы. И мы, конечно, рассчитываем на наших молодых ребят, которые обучаются сегодня в театральном институте имени Щукина. Прекрасные ребята, они выступали недавно. Там есть те, кто думает, что часть из них может, мне кажется, подумать о том, чтобы прийти в наш театр. А также ребята обучаются в Санкт-Петербурге, насколько я знаю. Более того, мы не исключаем возможности приглашения артистов, например, из Абхазского театра. Я считаю, это более чем правильно, потому что наши театры должны... Мы вообще уже сотрудничаем очень. Кстати, это тоже вот новая такая тенденция. Мы сотрудничаем, и у нас очень много общего, и в том числе специалисты, которые работают в театре. У меня прекрасные отношения с руководством Абхазского театра. Я очень люблю этот театр, очень люблю артистов, люблю их спектакли. Всегда хожу туда. И мы будем, наверное, приглашать артистов. Мне кажется, это интересно. В любом театре должны быть приглашенные артисты. Я знаю, что вы сотрудничаете еще со многими театрами России, да. Можно сказать, даже дружите с актерами, да. Искусствоведами, театральными критиками. Да. Мы связались по скайпу с Еленой Дунаевой, она вот одна из них, профессор, заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института имени Щукина, театральный критик, и поинтересовались у нее о том, что она думает о нашем русском драматическом театре и что сделать для того, чтобы этот театр развивался. Давайте посмотрим ее комментарии, потом продолжим беседу. Молодой Абхазской республике очень важно развитие театра, потому что именно через театр формируется национальное самосознание. Я как-то говорила и приводила такой пример, и еще раз его приведу. Знаете, когда во время Великой Отечественной войны линия фронта отходила от какого-нибудь города на 5 километров, первое, что начинали восстанавливать в городе, это был ТЮЗ или детский театр. Мне кажется, что мое сравнение правомочно, потому что Абхазия пережила войну. И формирование молодого поколения, оно будет как раз происходить прежде всего в театре. Эта тенденция, связанная с воспитанием молодого зрителя, она, мне кажется, первостепенной. Что касается изменений, которые произошли в русском театре, я надеюсь, что они будут очень, символичные и этапные. И я очень надеюсь на то, что выбор сделан правильно. И правильный выбор в репертуаре,
правильный выбор, который делает руководство, вот так сказать, активно начиная приглашать кого-то со стороны. Я надеюсь, что будущее Абхазского театра есть, учитывая, что я сейчас пришла с лекции, на которой у меня сидели студенты абхазского курса и задавали мне всякие вопросы об Уальде, то, как вы понимаете, они уже вписаны в тот мировой культурный контекст, и у нас они получают очень большой багаж интеллектуальной, эмоциональной, профессиональной оснащенности, технической. Они очень выросли, они думают о вещах философских, они, я надеюсь, видят свое назначение. И я думаю, что мы каким-то образом сможем кадры вот вам подготовить. В общем, что вы думаете о том, что сказала Елена Александровна? Все-таки вот в связи с войной какой-то пласт зрителей, вот молодое поколение, мы потеряли вот о проблеме вообще воспитания зрителя, что вы думаете? Конечно, театр же наш переживал очень сложные времена, безденежья такого и разрухи определенные, и театральные здания были в очень плохом состоянии. Вот только вот недавно совсем они были восстановлены и сегодня действительно отвечают всем современным требованиям. И Елена Александровна Дунаева, вот очень приятно ее видеть, это действительно выдающийся человек, она такой вот крупнейший театральный критик, профессор, доктор искусствоведения, завкафедры театрального института имени Щукина, там, где как раз обучаются наши молодые ребята, и она очень большое внимание им уделяет, и вот искренне хочет, чтобы действительно из наших ребят получились настоящие артисты. То есть артисты, которые не только могут, ну, как бы играют на сцене, да, какими-то обладают навыками, но и глубоко содержательными были людьми. Вот очень важную роль играет Елена Александровна и, конечно, Евгений Владимирович Князев, ректор театрального института имени Щукина. У нас действительно мы потеряли культуру посещения театра, к сожалению. У нас, вот вы видите, вот это часто поколение выпало, мне кажется. Поколение людей, молодежи, которая никогда, не, может быть, даже и не была в театре, не заражена театром. Ведь театр, знаете, какая вещь? Вот если вы попадаете на хороший спектакль, особенно в молодом возрасте, то что-то происходит иногда с вами, то, что вас вот буквально задевает очень сильно, какую-то царапину оставляет в вашей душе, и вы после этого обязательно придете в театр еще раз. Театр очень сильное энергетическое искусство, оно очень сильно влияет на общество. Вот Елена Александровна права в этом плане, что действительно восстанавливается в первую очередь театр, потому что театр помогает людям как-то лучше жить психологически, отвлечься, и вот они видят на сцене какие-то конфликты, какие-то проблемы, и таким образом они освобождаются от этого в своей душе. Поэтому в Абхазии театр очень нужен. И мы вообще делаем ставку на то, чтобы театр, вот наш, например, был эмоциональным театром. То есть, чтобы зритель не только как бы, ну, смотрел, вот режиссерская работа, рационально воспринимал, но чтобы это задевало человека, чтобы он не выходил из зала с холодным носом. Наша задача, чтобы человек, выходя из зала, шел и думал о том, что он придет еще раз в театр, чтобы получить вот это ни с чем не сравнимое удовольствие. Театр ведь уникален чем? То, что момент искусства в театре рождается только сейчас, и он существует только сейчас, и больше это никогда не повторится. Каждый спектакль – это все равно что-то уникальное, потому что артист всегда играет по-разному. И вот эта уникальность, которая никогда не повторится, она очень ценна. И люди, которые любят театр и знают, они, мне кажется, это помогает им жить. Вообще Толстой говорил, что театр нужен для того, чтобы люди полюбляли жизнь, чтобы жизнь, казалось, была лучше и воспринималась лучше. Поэтому мы вот в таком русле работаем. И Елена Александровна вот сказала о том, что мы делаем ставку на приглашенную режиссуру. Действительно, мы будем приглашать, и в этом году мы пригласили вот Андрея Николаевича Тимошенко. Затем у нас премьера спектакля «Черная курица» или «Подземные жители». Это старинная сказка Антония Погорельского, первое произведение в русской литературе для детей. Великолепная сказка и великолепный спектакль. Я, посмотрев прогоны репетиции, меня как-то даже это, знаете, задело очень серьезно. Этот спектакль ставит тоже приглашенный режиссер
Анастас Кичик, молодой человек, который ставит уже во многих театрах, он очень востребованный. Он сегодня приглашен в качестве штатного режиссера в Архангельский театр драмы, тоже выпускник Щукинского института. Вот 10 ноября у нас состоится 2 показа этого спектакля. В 16:00 и 19:00 спектакль для детей и взрослых. Детям будет очень интересно, но и взрослым это понравится. Там тоже работают наши актеры. И вот на этот спектакль мы провели кастинг артистов. И мы отобрали мальчика из многих. У нас проходил кастинг, режиссер Нина Эдуардовна, Андрей Николаевич Тимошенко, я тоже присутствовал. И среди многих претендентов был отобран мальчик, которого зовут Дима Пация, который вот сейчас репетирует главную роль в спектакле «Черная курица». Ну, еще будет второй состав, там роль Алеши сыграет наша молодая, очень талантливая артистка Марина Сеченава. Ну, это же традиция, когда роль детей играют женщины. Это нормально, очень интересно. Это будет все очень естественно и натурально. И это тоже пример, вот я сказал, 10 ноября мы приглашаем всех, и уже билеты продаются, пожалуйста, можете приобрести. И мы также в следующем сезоне будем приглашать режиссеров. У нас запланировано 3 работы, 3 премьеры с приглашенными режиссерами в следующем году. И Нина Эдуардовна Балаева тоже обязательно должна сделать спектакль в следующем году. Но Нина Эдуардовна наконец-то после такой длительной паузы выпускает спектакль. 30 ноября будет премьера детского спектакля «Железный дровосек», который, мне кажется, будет очень тоже интересным для детей, для взрослых. А декорации к спектаклю делает наш талантливейший художник, очень интересный человек, глубокий человек Архип Лабаху. Его прекрасно все знают. Он делает полностью оформление спектакля, очень тоже красивые декорации. Я уже видел все эскизы, уже практически даже все готово. Это будет 30 ноября. Тоже еще одна премьера. Видите, я уже сказал о 3 премьерах. 3 премьерах, да. А 26-27 октября мы покажем наш спектакль «Тартюф», знаменитый, который 16 лет идет в театре, и в один из дней сыграет новый состав исполнителей. Вот что интересно, новые артисты сыграют роль и Тартюфа, и Эльмиры, 2 основные центральные роли этого спектакля. Это все будет очень интересно. Вот выбор репертуара, постановок и новых премьер, это же все не случайно. Все не случайно. Какая мотивация? Мы ориентируемся на качественную драматургию, качественную литературу. Вообще я хочу сказать, что театр — такое место очень должно быть консервативным достаточно. Эксперименты могут быть, но консерватизм заключается в том, что в театре нельзя позволять, чтобы на сцене театра шла какая-то вот низкокачественная, низкопробная продукция театральная. Вот, скажем, к нам обращаются очень часто всякие антрепризные компании, российские и прочие, вот сыграть какой-то спектакль даже с известными российскими актерами у нас в театре. Я, естественно, им отказываю, потому что это... Я, может быть, заработал бы, театр бы, может, заработал бы на этом деньги, но я не хочу снижать планку нашего театра, чтобы у нас шла какая-то дешевая антреприза. Вот бесконечные приезжают спектакли, у нас тоже в Абхазии они, к сожалению, эксплуатируются на разных сценах. Я считаю, это неправильно. В театре человек, который приходит в театр, вот в русский театр, он должен знать, что он увидит качественную продукцию. Не только это, может быть, современные пьесы, но это будет все качественно и со вкусом. Вот вкус в искусстве, это, мне кажется, самое главное. Вкус и мера, вот чувство меры. Вот это все должно обязательно присутствовать. И мы вот в этом направлении движемся. Мы будем приглашать режиссеров и будем выстраивать репертуар с тем, чтобы он был интересен и детям, и взрослым. Нам нужно больше детских спектаклей, потому что дети, к сожалению, вообще выпали из театральной пространства. Они должны видеть театр, что детей это очень развивает. Мы будем в этом направлении двигаться. Я еще раз хочу сказать, что те, кто вот к нам придут 19, 20, 21 октября на премьеру «Рождество в доме Купела», они увидят все-таки, что такое настоящий театр. Им очень понравится. Весь ваш труд рассчитан на зрителей, им в конечном итоге судить о качестве вашей работы. Давайте посмотрим, что думают наши горожане о том, как работает театр и вообще, что нужно сделать, чтобы привлечь зрителя в театр. Очень хороший спектакль надо поставить.
И рекламу хорошую надо делать. Вообще, что такое хороший театр? Это не там, где на самом деле лучше всех играть, где отвечают зрителю на его запрос. А запрос зрителей у разного народа разный. А у нас вот какой запрос? Так, это вот пусть режиссер отгадывает. Для того, чтобы в театр люди ходили, надо детей воспитывать, любителей театра. Вот скоро, вот, по-моему, премьера. Я с удовольствием пойду. И вообще, я считаю, что это нужно возрождать. В кинотеатр мы не ходим, у нас его нет. В театр у нас есть, конечно, и абхазский, и русский, и туда мы не ходим. Телефоны, это все интернет, 21 век. Понимаете, так что я всех призываю. Пусть все ходят, и я в том числе. Будем ходить и возрождать старые традиции. Хочется вот прийти отдохнуть. Ну, не, конечно, не смеяться над тем, как падает там просто человек, да, а чтобы юмор был, ну, со смыслом. Интересный, умный. Ну, можно и с добрыми, глубокими вещами, конечно. Конечно. Я бы от классики не отказалась, от классических пьес, того же Островского. С удовольствием посмотрела. Того же, ну, может быть, даже некоторые, и Чехова посмотрела бы, да, и Вампилова посмотрела бы. Поэтому, правда, вот насчет рекламы это точно, вообще ничего не видно. Как будто бы вообще, если бы я первый раз приехала, да. Если бы вот Наташа не приезжала, они ходили в наш национальный, да. То я бы и не знала, что вообще здесь театр есть. А как вы думаете, вот в нашем обществе есть потребность в театре? Я думаю, что огромная потребность, потому что мы вообще народ театральный, театральная культура, она вот в нашем, как бы, в крови. Я уверен в этом абсолютно, потому что вообще абхазский театр всегда выделялся вообще в Кавказском регионе. Мы всегда были лидерами. И мы должны продолжать в том же духе. У нас очень талантливый народ. И во всех сферах, в том числе в сфере искусства. И потребность в театре есть, вот то, что говорят наши зрители. Правда, на самом деле рекламы сейчас, по-моему, уже становится немало. Того, что касается нашего театра, в ближайшее время еще больше ее будет. Мы потом, естественно, мы скоро, кстати, откроем сайт официальный нашего театра. Очень такой полноценный сайт во всех отношениях. И очень важно, вот знаете, когда мы говорим о потребности в театре, в театральной культуре, важно отношение государства к этому. И вот мне кажется, сегодня оно очень благоприятствует тому, чтобы театры развивались. Вот Министерство культуры, ведь вот даже наш театр, да, вот то, как он развивается, это ведь все так или иначе подпадает под концепцию развития культуры, которая впервые была утверждена Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Это же огромное событие, то, что вот произошло совсем недавно. И есть видение сегодня у государства того, как должна развиваться сфера культуры, в том числе театры. И мне очень приятно, что вот в лице Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, министра Эльвира Арсалия, мы видим вот такого надежного, как бы, партнера и людей, которые действительно хотят помогать тому, что искренне мы пытаемся делать. И коллектив очень отзывчивый. Я очень доволен взаимодействием с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Мне кажется, что мы и в дальнейшем также вот эффективно будем строить эту работу. И вообще я вот как бы, то, что мне кажется важным подчеркнуть, несмотря ни на что, несмотря на все сложности, которые сегодня есть, все равно есть возможности для того, чтобы хорошо делать свое дело. Для этого просто нужен правильный подход. И это касается не только театральной сферы, а всех остальных сфер нашей жизни. Ираклий Ревазович, вот завершая беседу, я хочу вам задать такой философский вопрос. Конечно, на него можно отвечать, рассуждать долго, но тем не менее просила бы вас коротко вот сказать, как вы думаете, вот театр может быть массовым искусством, или это все-таки высокое искусство, и его не обязаны любить все и понимать все? Ну, статистика свидетельствует, например, даже в той же Российской Федерации, где вы знаете, что в Москве залы полны, заполнены каждый вечер, что в театр, конечно, ходит не более 5-6% населения регулярно. Так и изредка, может быть, больше. Но в наших условиях, когда у нас не так много театров,
Безусловно, театры должны ориентироваться на наиболее широкую публику, но это не значит, что они должны снижать планку, конечно, ни в коем случае. Вот, например, в нашем премьерном спектакле «Рождество в доме Купела» там будут и комедийные смешные моменты, а будут и трагические, такие драматические моменты, где даже зритель может и как-то задуматься и даже пустить слезу. Мы специально выбрали такую пьесу, где есть где посмеяться, есть где погрустить. Вот такие перепады постоянные в действии происходят. Спектакль, кстати, будет в 2 актах, с антрактом, полноценный такой спектакль, хороший, качественный. И мы ориентируемся на то, чтобы привлечь людей именно качеством, а люди очень отзывчивы эмоционально. Если они почувствуют, что с ними их не обманывают со сцены, что с ними серьезно разговаривают, что никто не халтурит, никто не имитирует что-то, а настоящей жизнью артисты живут на сцене в предлагаемых обстоятельствах, и это честная работа, то обязательно круг любителей театра будет расширяться. Я в этом абсолютно убежден. И я хотел бы сказать, что вот мы нашли друзей, которые нам помогают сегодня. Для нас это очень важно. Это, в первую очередь, компания Mobile, которая нам... Вот благодаря им у нас очень красивый будет спектакль, премьерный. И в конце зрители будут удивлены некоторыми эффектами, спецэффектами. Мы оставляем это в секрете. Это сюрприз, но это будет очень интересно, да. И наш информационный спонсор «Спутник Абхазия». Но я вот сегодня хочу поблагодарить Абхазскую государственную телерадиокомпанию, потому что вы большое дело сегодня сделали для театра, то, что дали возможность нам вот в эфире поговорить о развитии театра. Вообще хочу сказать, что АГТРК такой большой коллектив, который очень многое делает, очень сложную работу при тоже ограниченных возможностях. И, к сожалению, чаще почему-то люди как-то любят критиковать, а не хвалить. А все-таки людей надо хвалить за ту работу, которую они делают. Я знаю, сколько сил, нервов, времени отнимает то, что вот вы сегодня создаете для абхазского зрителя. Так что я вас очень благодарю и всех приглашаю в наш театр. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я желаю вам успеха в вашей работе и чтобы открытие нового сезона прошло на ура. Нала, я буквально забыл одну вещь сказать очень важную, что завтра, 5 октября, наш театр выезжает на гастроли в Сочи на театральный фестиваль, 6-й федеральный фестиваль «Театральный Олимп», и наш театр приглашен для того, чтобы открыть этот фестиваль. Это колоссальный фестиваль. Мы в Зимнем театре, в зале на 1000 мест. Завтра будем играть наш спектакль «Тартюф», да, который наши зрители в Абхазии увидят 26-27 октября. Мы открываем этот фестиваль. Для нас это, знаете, очень важный момент. Мне кажется, это хороший знак. Перед началом, перед открытием да, знак сезона. Того, что у нас все будет хорошо. Я в этом не сомневаюсь. И мы завтра, мне кажется, порадуем сочинских зрителей и не посрамим честь Абхазского театра. Спасибо. Мы будем болеть за вас. Спасибо. Спасибо большое. Желаем вам успехов. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили об открытии нового театрального сезона в Государственном русском театре драмы, который уже в ближайшие дни откроет свои двери для зрителей. Я прощаюсь с вами до следующей недели.